Все мы люди, и нам нужно общение. И общение между людьми должны быть такими, от которых и та, и другая сторона получает удовольствие. Есть определенные правила общения между людьми, один из которых, что даешь, то и получаешь. Ты улыбаешься, тебе в ответ улыбаются, или как бы вежливые люди должны улыбнуться. А следующее правило – это обязательное уважение человека. Я имею в виду, что любого человека есть за что уважать. Третье правило, и я думаю, что слушатели согласятся со мной, что нужно требовать от других то, что выполняете сами, особенно по отношению к человеку тому или иному, с кем вы общаетесь. Расскажу пример. Однажды при общении с одним человеком меня попросили, чтобы я, разговаривая с другими нашими соотечественниками, не упоминала имя вот этого человека. Конечно, я легко согласилась, ибо понимаю, что у человека есть своя собственная территория и что человек беспокоится о личной свободе и необходимой дистанции от других. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что этот человек, которому я послала свою фотографию для личного просмотра, переслала эту фотографию другим людям без моего разрешения. Учитывая то, что я уважаю границу человека и то, что человек просил меня ранее не говорить о нем или же о ней при разговоре с другими людьми, и я это делала, и причем достаточное количество раз, а тут я посылаю фото только для личного просмотра, и мое фото пересылают без моего разрешения. Я, естественно, позвонила и сказала, что мне не нравится подобное отношение, что если вы просите, чтобы я не говорила о вас с другими людьми, и я это делаю, а вы же делитесь моей фотографией с другими людьми без моего разрешения. Но тут прозвучали слова извинения и обещания, что в будущем такое не повторится. Наверное, мне нужно было уже тогда прервать эти отношения, но и прошло некоторое время, наверное, год или чуть больше, и я тут получаю снова текстовое сообщение, и этот же человек говорит, что очень скоро мне будет звонить его или ее знакомый, которому она поделилась моим номером телефона, и это случилось снова, не согласовав заранее со мной. В общем, получается, что на словах люди просят и требуют, но своими же действиями показывают необязательность исполнения своей просьбы или требования. Думаю, что честность с самим собой и с окружающими должна быть обязательно при общении. Я прекратила это общение, и также открытость человека очень сильно привлекает человека, потому что совсем не нужно лукавить или лебезить и плохо играть роль, которая совсем вас как человека не красит. Общайтесь, друзья, и будьте счастливы, и пусть те люди, с которыми вы общаетесь, будут людьми, которым вы можете доверять. Благодарю за просмотр видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, и ставьте обязательно лайки. Распространяйте видео, и до следующего раза. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Тек тендан илышыштыда породаса йолташлак лиет. Йолташлак кудаланте ишанен кертыда, да куды тендам акла, да пагала. Видеом ончумаланда кумоткочот кугутао кугу парняпалам, али вес семенже лайкам шандашида монда. Тегак видеом шараза, YouTube каналышкем возалтын огыдалган, возалтса, таза, да пела Лиза. Тендандене Эльвира Америка гичлиен.